Я могу пройти? Нет. А какая причина? А вы кто? Журналист. Журналист. А в связи с чем? Можно еще раз? Знаете, потом новости посмотрите, знаете. Что, интересно? Ну, вообще, знакомый человек, конечно, переживает. А можно узнать, что происходит? Нет. Почему? А по поводу чего? Уголовное, административное, можете сказать? Человек может нуждаться в юридической помощи. Есть кто ему окажет ее. В прокуратуру сходи. В прокуратуре. Сейчас же он не в прокуратуре. Была у него дома, у него там происходило беззаконие, обыск, полиция там, все. Ничего не говорят. Я после того, как его увезли, прихожу домой, у меня здесь такая же картина. Полный дом, в двухкомнатной квартире, полный дом этих полицейских, ничего не объясняют, все это перероют, дети испуганные, дочка у меня инвалидка лежит там, и мама у меня лежачая, они испуганные, не поймут, в чем дело. Я сходила за ними, все смотрю, они все ищут, что-то ищут, ничего не объясняют. Прошла на кухню, там один пишет, что-то там тоже ничего не говорит. Вот. Потом я отлучилась к дочери, позвала она меня. Через некоторое время, слышу, меня позвали. На полу лежат 2 брошюрки. Вот. Они говорят, это ваше? Я говорю, нет, не мое. Все вытаскивали, там игрушки, книжки наверху, в шпанерах, в шкафу там вещи посмотрели. Все вытаскивали, смотрели. Сегодня вот в селе Вольном 4 часа утра, это темно было уже, да, ко мне пришла информация, позвонили, что у Тимирянова Велена обыск. Тимирянов Велена я знаю как очень хорошего человека, да, занимающегося журналистской деятельностью, у него активная гражданская позиция, он освещал вот эти суды, он показывал всю ту несправедливость, которая происходит у нас тут в Крыму. У него 3 детей, и маленький сын, вот его 4 сентября должна быть операция. Он должен был вести своего сына в операцию. Но сегодня вот в 4 утра к нему пришли с обыском люди в бронежилетах, с масками, с оружием. Вот этим давлением вот эта власть хочет, чтобы он прекратил свою активную деятельность. Прекратил освещать те суды, которые происходят у нас в Крыму, чтобы он перестал показывать ту несправедливость, которая происходит с крымско-татарским народом.